Хлопзеку хатрыско телехопшча, апсо телехопшра и шуднагало жуларезера хе депутат раза, а кандидат шируккалара. Ваха хастудия хаб херрыму бгаграпи жайопи алхарта тутыпхада а кандидатша. Уртрах тастамраршба их алаймрхуит ваха хастудия химиохыцит хвюка кандидатша. А бычба ахра хирбипа, агрба Дауд Валентинипа, Демерджипа Самсон Анзорипа. Бзила шабейт. Зиражбайт. Абқара куизныкам куахрыла шажахейтушта, нахопшчаги, кандидат шаги бзин ирдырует. Важу регламент инакурчана харзыдзирует шнысымёква, а найси шимо пиюбейба минут, алхуича рахшхынархана ажакак шхарц. Абычба ахра хирби пай нысымё хазыдзирует уже. Абычба ахра хирби пам дит пхынчкуным завибж зки фихани вивяв шуксазы фяча акалак зки фипшини вивипш шуксазы пицундат пе акт пе апсу обжарат пе школ далгит зки фипшини вивёху зки фипшини вивибж шукскорзы дахысуан аррат мадзура апснат пе аррам шынтмчкоргына юнески шуксазы далгит апснат пе хунткарат университет атурых азин дыррат факультет азин дырю изанат ала юнески ага юнески вяба Скорза ус Иван азин дыреюс зтак пхыкра мачу ауажәларатә еилакы парус ҩнызқьи акаҟны. Уи ашьҭахь шықәсык аус Иван ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистрра Гагратәи ахәҭаҿы. Ҩнызқьи веиза, ҩнызқьи ҩажәа шықәсқәа рзы Гагратәи араион ақыҭаԥсахара администрациа ахада. Ҭаацәароуп, ҩыџьа хәыҷқәа имоуп. Ахра хирби-иԥа уажәы минуҭк шәымоуп жәлар еизрахь шәызхацо атәы аҳәаразы. Ҳаҭыр зқәу аҩызцәа, ҳаҭыр зқәу аԥсуа ҳәынҭқарра телехәаԥшра студиа, ҳаҭыр зқәу Аԥсны жәлар хәлыбзиақәа. Иҭабуп ҳашәасҳәоит аԥсуа телехәаԥшра абри аҩыза аефирқәа кандидатцәа ихрышәҭо, ажәлар лабҿаба ҳахҭшәырбо, ҳахҭшәырдыро. Аефир схы иархәаны иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп, сара сыгәра ганы абас еиԥш иҟоу, иҳаракоу аҳәынҭқарратә жәлар реизара ду ахь апарламент ахь скандидатура ақәыргало рзы исзыҟарҵаз сыгәра ганы сыхдәықәырҵаз. Ари даара аҭакԥхықәра ду аҵоуп. Ҳара ҳаԥхьа ишьҭоуп алхрақәа. Ажәлар ааԥсеит, ажәлар ргәы ԥҵәеит, ажәлар гәаҟт, иахьа уаҵәы ибзиахоит ҳәа абзиара ишазыԥшыз. Аибашьра нҵәеижьҭеи жәашықәса, ҩажәашықәса, ҩажәаба шықәса ҵит, аха макьана зыҟац ҳаҟоуп хәҷык иҵегь ҳаиӷзар ҳҭахын. Ажәлар реизара ду апарламент ахь иалхтәу ауаа гәыкала ицқьоу зыԥсадгьыл бзиа збо зыжәлар зҭаху реиԥш иҟоу алхтәуп ҳәа сгәы иаанагоит. Анцәа иџьшьоуп урҭ рҩыза аҷкәынцәа, урҭ рҩыза аҿар Аԥсны ирацәаны иахьҳамоу, иҭабуп шәыхзыӡырыз. Иҭабуп. Агрба Дауд Валентин-иԥа инысымҩа ҳазыӡырҩуеит уажәы. Агрба Дауд Валентин-иԥа дит аԥҵарамза жәеиза зқьи иффихани жәижәаа шықәса ақалақь Гагра. Зқьи иффи-ԥшьини жәижәох шықәсазы ахьтәы медалла далгеит Гагратәи ахәбатәи абжьаратә школ. Ҩнызқьи шықәсазы далгеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет, аекономикатә факультет, афинансқәеи акредити азанааҭ ала. Уи ашьҭахь шықәсык арбџьармчқәа рырхәҭақәа рҟны арра маҵзура дахысуан. Ҩнызқьи акы, ҩнызқьи хәба шықәсқәа рзы аус иуан аҳәынҭқарратә аҳазалхратә еилакаҿы аҳасаба еилыргареи ахылаԥшреи аҟәша азҟазас, аҳазалхратә ҭыԥ Аҟәа агәаҭаҩыс, аҳазалхратә маҵзура алеитенант еиҳабыс, зныкымкәа далкаан ибзианы имаҵура анагӡаразы. Ҩнызқьи быжьба шықәсазы далгеит иаарту Москватәи аҳәынҭқарратә университет азин дырҩ изанааҭ ала. Ҩнызқьи хәба, ҩнызқьи ааба шықәсқәа рзы Сухум банк ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ, ҩнызқьи ааба, ҩнызқьи ҩажәиак шықәсқәа рзы Сухум банк ахантәаҩы, ҩнызқьи ҩажәиак шықәсазы диплом ҟаԥшьыла далгеит Урыстәыла хада инапаҵаҟа иҟоу Урыстәылатәи академиа жәлар рынхамҩеи аҳәынҭқарратә маҵзуреи амагистратура финанстә институтқәеи аџьармыкьақәеи азанааҭ ала. Ҭаацәароуп, хҩык ахшара драбуп. Дауд Валентин-иԥа уажәы шәара ишәымоуп ҩ-минуҭк. Хәлыбзиа ҳаҭыр зқәу алхаҩцәа. Апарламент ахь снеира зегь раԥхьаӡа хәыккыс иамоуп. Уи аусура аҩаӡара аҳаракра, ҳауаа жәлари ҳаԥсадгьыли ирыху аҟаҵара. Иахьатәи амш Аԥсны аҭоурых аҿы аҭыԥ ӷәаа аннакылоит. Шәи-акы шықәса раԥхьа ишьақәгылан аҳәынҭқарра ҿыц Нестор Лакоба иалагала иаԥхьагыларала ишьақәгылан асовет мчра.
уиадагьы иахьа гәалашәара мшуп. Ҳаамҭазтәи аҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы актәи апрезидент Аԥсны афырхаҵа Владислав Григорий-иԥа Арӡынба жәеиа шықәса ҵит иԥсҭазаара далҵижьҭеи. Уи анеисын аҩбатәи ҳпрезидент Урыстәыла Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵара зыбзоуроу Сергеи Уасил-иԥа Багаԥшь иахьа имшируп. Иахьатәи ҳазҭагылоу аамҭагьы имариаӡам, убри аҟынтәи ҳара ҳазегьы ҳаицлабны иҳахьчароуп иҳамоу ахьыԥшымра. Уважаемые избиратели, главной целью принятого мною решения баллотироваться в парламент Республики Абхазия прежде всего является повышение профессионального уровня законодательного органа нашей страны. Главной задачей ставлю инициирование новых законопроектов и внесение изменений в уже существующие законы, которые в различных сферах жизнедеятельности нашего государства. Постараюсь в течение сегодняшнего эфира раскрыть темы своей программы, а также ответить на все поставленные вопросы и высказать свою точку зрения на разные аспекты нашей жизнедеятельности. Итабу уже ҳазыӡырҩып Демерџьиԥа Самсон Анзор-иԥа инысымҩа. Демерџьиԥа Самсон Анзор-иԥа диит нанҳәамза жәаф зқьи иффи ԥшьини жәихәба шықәсазы Гагра ақалақь. Зқьи иффи ԥшьини жәижәаҩа шықәса инаркны ҩнызқьи ҩба шықәсанӡа аҵара иҵон Гагратәи ахәбатәи абжьаратә школаҿы. Ҩнызқьи быжьба шықәсазы далгеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аекономикатә факультет афинансқәеи акредит ирзаанат ала. Анаҩс Аԥсны арымчқәа рҟны арратә маҵзура дахысит. Ҩнызқьи жәба шықәсазы аҿартә уаажәларра патриоттә ҵысра Аԥсныҿы араионтә хәша хантәаҩыс дыҟан. Ҩнызқьи жәеиза шықәсазы Гагратәи араионтә еизара депутатс далхын. Ҩнызқьи жәаҩа шықәса инаркны ҩнызқьи жәаха шықәсанӡа Аԥсны аҳәынҭқарра афинансқәа рминистрра рҟны асоциалтә сфереи аҭҵаарадырреи русхқәа рҟны абиуџьет политика напхгараҭара специалист хадас дыҟан. Ҩнызқьи жәохә шықәса инаркны ҩнызқьи ҩажәиак шықәсанӡа Гагра раион амазареи ахатәреи рнапхгараҭара акомитет аспециалист хада. Иахьатәи аамҭазы Гагра раион ауаажәларратә еиҿкаара арҿиара ахантәаҩы ҭаацәароуп, ҩыџьа хшара драбуп. Самсон Анзор-иԥа уажәы шәара шәаамҭоуп. Хлубзе Хатырску Апсны Кунхажлар. Добрый вечер, уважаемые жители нашей страны. Пользуясь случаем, у меня есть сейчас 2 минуты. Буквально через 4 дня у нас великий праздник, на мой взгляд. 8 марта, Международный женский день. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех представительниц прекрасного пола в вашем лице, Сима, с этим прекрасным праздником. Желаю вам всем здоровья. У вас непростая жизнь, непростая ноша быть женщиной, воспитывать детей. В этом плане, конечно же, самые благие пожелания. Прямые эфиры проводятся, чтобы избиратели могли поближе узнать кандидатов в депутаты, оценить их знания и способности, а нам, в свою очередь, выразить и озвучить круг вопросов, которые стоят на повестке дня и волнуют население нашей страны. Считаю не совсем верным подходить к оценке качества работы депутата парламента только через призму решения хозяйственных проблем. Депутат парламента должен в первую очередь заниматься законотворческой деятельностью. Вместе с тем, считаю, коли избиратели идут на выборы и голосуют за того или иного кандидата, избранный не должен терять обратную связь с людьми и всегда быть на связи со своими избирателями. В случае моего избрания депутатом парламента моими первоочередными задачами будет занятие законотворческой деятельностью, контролем за исполнением законов, встречи с жителями моего округа как минимум 1 раз в квартал. Мне будут помогать в моей работе с избирателями мои помощники, которые будут собирать информацию о сложившихся вопросах и передавать ее мне. А я, в свою очередь, обязуюсь реагировать на данные вопросы. Обязуюсь перед вами, уважаемые избиратели, не принимать законов, которые будут противоречить интересам нашего государства и общества. Осознаю реально, что улучшение жизни у вас наступит не на 2-й день после моего избрания, поскольку тот пласт проблемных вопросов, который накопился и не решался годами, их сразу не решить. Но действуя активно, привлекая к работе администрацию Гагарского района, а где-то помощь правительства и президента нашей страны, мы сможем решить эти вопросы. Еще хотел бы сказать, что в своей работе, конечно же, я хотел бы, в случае своего избрания, я вижу себя в комитете по культуре, молодежи и спорта и в социальном комитете, поскольку в социальном комитете, что касается социального комитета, среди наших избирателей много пенсионеров, много ветеранов народа войны грузино-абхазской.
Вот этой категории людей я хотел бы особое внимание уделить. Спасибо. Спасибо. Хатрыско телехопства срейф гала срфюит азцара кушыз чырц возара эфира хинзасу абриев по почтах я фиштерц филшуит. Хара я цахцуит эфир, но что хая суета кола пито азцара ко хпарта курыгацрах. Джишвац кшайный тыжга. Открываю. Ярдных азцарак сифтер. Табук. Рыхпаги разные класса приходят нас. И кушзилом кауазер ярбан сцару что хаурус фехи все это сгой. А туризм арджера я пархагу о проблемах хадаква. Ярбан алхрат процент хуял зершу зус я сгазу и бзины из дыру а парламент аша кургоразы. А парламент был шарако с ямой апсу бысфя а ты паргоразы. Что яла года? Ну, урыс бешала и колозер асарако. Какие избирательные цензы возможны для формирования профессионального парламента? Это первый вопрос. Основные проблемы, сдерживающие развитие туризма. Что может сделать парламент для укрепления позиции государственного абхазского языка? Ну, я начну с вопроса второго, курорта и туризма. Но я вообще скажу, что, во-первых, хочу начать с того, что курорт и туризм является локомотивом экономики нашей страны наряду с сельским хозяйством. Это сфера, которая приносит хорошие деньги частным предпринимателям, директоров санаториев. Конечно же, и от этой деятельности попадают налоги в бюджет. Но, на мой взгляд, есть над чем еще работать. Нужно эту сферу деятельности приводить в порядок. Сегодня я хочу выразить слова благодарности, кстати, братьям в этом плане, братьям Сечнава, которые приобрели многие санаторно-курортные объекты в городе Гагра и вообще в целом по республике, и восстановили эти объекты и до сих пор восстанавливают. И в эти объекты, конечно же, уже приятно заходить, гулять с семьей, да и просто с гостями нашей страны. Ну, для того, чтобы улучшить ситуацию, ну, как бы сдерживающую развитие туризма, на мой взгляд, конечно же, нужно улучшать работу правоохранительных органов. Хотя, хочу сказать, справедливости ради, правоохранительные органы проводят работу, довольно-таки хорошую, но есть над чем еще работать. Необходимо, на мой взгляд, во-вторых, подготавливать специалистов в области ресторанного и гостиничного дела. Специалистов среднего звена, то есть слесарей, инженеров, электриков и так далее. Конечно же, для развития полноценного курорта и туризма, того, что я перечислил, мало. Нам необходимо построить в Гагарском районе, ну не только в Гагарском районе, я думаю, как минимум 2 мусороперерабатывающего завода нам необходимо построить в Абхазии. Да? Это в восточной стороне и в западной стороне у нас. Мусороперерабатывающий завод и, конечно же, это очистные сооружения. Ну, я любитель ходить на море по утрам. В 5 утра хожу, я, честно говоря, вижу, наблюдаю в море не очень приятную картину. Для этого, конечно же, нужно изыскивать средства. Насколько мне известно, в Пицунде будет строиться объект Москва-резорт. Там выделили около 40 с чем-то гектаров, по-моему. Это объект очень амбициозный, я за строительство подобных объектов. Ну, на мой взгляд, можно разговаривать. Я думаю, это предметы торга и договора, чтобы такие люди, такие инвесторы участвовали в подобных проектах, как очистные сооружения, строительство и мусороперерабатывающий завод. Я не говорю, чтобы только на них легло бременем это. Ну, как бы можно как-то распределить, диверсифицировать эту ситуацию. Так что вот так. Это что касается курорта и туризма. Второй вопрос там. Что может сделать парламент для укрепления позиции государственного языка? Что касается государственного языка. Что касается государственного языка, образование, на мой взгляд, как и язык абхазский, является национальной идеей, он должен быть. Мы все говорим, трубим, все об этом теме, со всех трубим, со всех как бы застолий, со всех трибун, но тем не менее как бы ситуация не сильно меняется. Я хочу сказать, в каком плане нужно изменить эту ситуацию. Буквально 3 года назад, ну, когда я, будучи работником администрации,
тогда был президентом, предыдущий президент, он проводил государственную программу в области развития абхазского языка для работников государственной сферы. Я с удовольствием пошел на эти курсы. Ну, как говорится, с детства до того времени, пока я не пошел на эти курсы, слышала сейчас думаю, я хочу сацлейт. Алшайхан. Я как бы посещал каждый день эти курсы, 3 раза в неделю были эти курсы, как бы я посещал. И эффект был, как бы мы потом получили сертификаты, я сдавал экзамены, не только я, как бы, но я как бы считаю, как бы и потом эти курсы приостановились. Я постоянно был на связи с Баталом Хагуши, сегодня с министром образования. В случае моего избрания я считаю, что работу подобных курсов нужно возобновить. Потом, что касается абхазского языка, на мой взгляд, нужно в детских садах, дошкольных учреждениях. Раньше, в мое время, когда я ходил в детский сад, была такая группа ясли. На мой взгляд, сегодня пока, я не наблюдаю такой группы. Нужно, во-первых, создать эту группу ясли и, конечно же, сделать так, чтобы там было с того возраста именно, потому что это такой возраст 3 годика, с того возраста именно начинать погружение в абхазский язык. Конечно же, в СМИ должно быть именно на телевидении, в газетах должно быть больше, конечно же, передач на абхазскую тему. Да. Как бы вот в таком духе я вижу. Да. Вот у нас на канале очень много программ на абхазском языке. Вы смотрите? Вы знаете как, я здесь имею в виду не только абхазское телевидение, а гагарское телевидение. В случае моего избрания, я, кстати, хочу уделить большое внимание гагарскому телевидению. В каком плане? Сейчас у меня самого средств нету, но будем стараться, будем изыскивать резервы с государственного бюджета в виде дотаций в гагарской администрации. Я думаю, что если меня выберут, у нас сложатся довольно-таки позитивные отношения, тем более у нас есть такие отношения. И еще я хотела уточнить, тут имеется в виду на законодательном уровне, что можно сделать для укрепления позиции государственного языка. То есть это не только программы, там, о том, что может сделать парламент именно. Я как депутат парламента могу проявлять такую инициативу, о которой я сказал. Вот так я считаю, что это нужно делать. Хорошо, у вас еще есть время, вы можете ответить на следующий вопрос. Да. Моя позиция такая, как бы это... Да, я поняла, спасибо. Какие избирательные цензы возможны для формирования профессионального парламента? На мой взгляд, конечно, 25 лет, это вот, на который имеет сегодня место, но это, на мой взгляд, это, конечно же, маленький ценз, на мой взгляд, его нужно повышать. Как минимум 30 лет должно быть, во-первых. Да, но человек должен быть образован, как бы должен аттестацию сдать на знание абхазского языка, рассказать о себе, о семье, о той работе, которую он будет проделывать, я имею в виду на аттестации. И на сессиях в том числе парламента. В том числе, да, на сессии парламента. Сразу вас гуяногой. Как бы. Итак, знаете как, честно сказать, вот о тех моментах, это вот что касается ограничений. Здесь в обратный момент, конечно, здесь вы о мандате не говорили, об императивном мандате, но я немножко затронул эту тему, если вы мне позволите. А парламент лшара косьямой абсубысшаты паргоразы. Зиграбхеденерго насквана гарала, а парламент ахатапсышул и чажору. Абсышра чажора иналагалагия парламент, уай нео министр йома шаджиома брахине аусара искнаднело, уиги абсышвал чажор ахутахот. Иргинас так пхукра яот абсышвал чажора заха. Уан нас ялагует программа ко бра зицбох, Самсон зицбох, и за программа ко уи насопино ацету. Зна абрезакван яцно она, а закван ами абсышвал чажора пхаубри яцно она ус руро по парламента хинео депутатша. Ярбан милат залак дзоқ залаги. И уяцанак зомагир та милатко рзинко лахарқойт хак зомусок зомадуне хынзан зазу усиоп апремерко хамоп убаси ацатоп убрё прапхин голонео. Нагия стара. Она испестара, а туризм арчира я пархагу проблема хадако. Убрё туризм арчира пархагу проблема курисфо сала чужит избанак зор хокрукачо инходи рачуне гир та милатко урт рыбжихараюк туризм сфера халаку ширдорепш хокру гагра район яцанакует ва апхан курорт район хайпхедзоб
Курортная сфера для нашего района является главенствующей сферой, так как она самая бюджетообразующая сфера нашего района, да и не только района, в принципе, можно сказать, что Республики Абхазия в целом. Поэтому для того, чтобы решать проблемы курорта, проблемы туризма, туристической сферы, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру, то есть делать курорт привлекательнее. Для этого государство, естественно, должно выделять определенные средства с бюджета, закладывать их для того, чтобы заработать больше. То есть, с одной стороны, решаются проблемы инфраструктуры и социальных вопросов, с другой стороны, это вложения, которые позволяют заработать курорту больше. И, соответственно, люди, которые заняты в сфере туризма и курорта, они имеют больше возможностей. В каком плане? Если сделать курорт круглогодичным, а такие возможности у нас природные есть, соответственно, люди могут зарабатывать круглый год на курорте. Это, в свою очередь, и отчисление в бюджет налогов, это и повышение доходов людей конкретных, то есть со всех сторон мультипликативный эффект мы получаем от того, что улучшаем инфраструктуру. Последовательно надо принимать правильные решения на законодательном уровне, далее уже нормативные акты соответствующие, ну и местные органы самоуправления должны отрабатывать эти вопросы в полном объеме и ежегодно делать все для того, чтобы делать наш курорт привлекательным с точки зрения инфраструктуры и с точки зрения, естественно, внутренней безопасности, криминогенной ситуации и так далее. Это что касается развития и проблем туризма. Иарбан алхратә цензқәа иалзыршоз ус иазҟазу ибзианы издыруа апарламент ашьақәырӷәӷәара азы. Алхратә цензқәа уи раԥхьаӡа инаргыланы ауаҩы имазароуп анысымҩа, имазароуп аус иуазароуп днеина баша раԥхьаӡа убра днеина апарламентаҿы аусура далагар уи иашаӡам, избан акәзар изымдыруа аусқәа рацәахә аԥышәа имазароуп. Тот человек, который идет в парламент, естественно, он должен пройти определенный жизненный путь, чтобы, представляя свой округ, это большое количество людей дают ему мандат представительский в органе законодательном, главном. Таким образом, он должен соответствовать этим критериям и понимать, что он должен там делать. Прежде всего, это законодательный орган, соответственно, он должен уметь писать законы, создавать нужные законы, которые будут приниматься на благо общества, на развитие нашего общества и государства. Поэтому определенный ценз, конечно, я не думаю, что не столько возрастной, сколько вообще, в принципе, жизненный путь для того, чтобы есть люди, которые 25 лет уже достигают определенных успехов и вполне могут представлять достойно своих избирателей, свой народ в парламенте. Поэтому тут главный ценз – это, естественно, наличие опыта. Определенного опыта работы, жизнедеятельности. То есть он должен проявить себя на каком-то поприще, чтобы люди знали, что он имеет определенный опыт работы. У вас еще есть 2 минуты, вы можете продолжить, может быть, по какому-то вопросу еще есть... По какому-то вопросу. Ну, в принципе... Что дополнить? Я все сказал. По большому счету, я, по-моему, раскрыл все вопросы. Так что я закончу. Да, ну раз так, если у вас есть время, я могу вам задать вопрос. Да, конечно, конечно. Как вы относитесь к вопросу депутатской неприкосновенности? Очень много раз мы об этом говорили, но хотела бы из ваших уст услышать тоже ответ. Я отношусь следующим образом. В принципе, этот принцип депутатская неприкосновенность, она имеет под собой определенные основания. Это не зря указанная статья. В Конституции есть непосредственная статья, которая говорит о неприкосновенности депутатов. В то же время человек, который, будь то депутатом, совершает те или иные преступления, он не освобождается от ответственности. Конечно, мы можем убрать этот пункт, он абсолютно, за него я не вижу смысла цепляться, но тем не менее он подразумевает собой неприкосновенность в том плане, что никто не может влиять на депутата посредством давления, в том числе возбуждения уголовных дел. И это своего рода иммунитет. Иммунитет представителя народа в законодательном органе власти. Ну, депутат может вот этим иммунитетом воспользоваться и злоупотреблять этим иммунитетом? Если, во-первых, решение о снятии неприкосновенности принимается в парламенте путем голосования. То есть это надо, чтобы все депутаты, грубо говоря, там сговорились и не допускали возможности о том, что тот или иной человек должен понести наказание. Это все зависит от уровня наших депутатов, которые у нас в парламенте. Я думаю, что это маловероятно. Спасибо, я вас услышала. Перейдем к вашему оппоненту. Ташызнык срыпхама сарапха. Абсолютно халагабна. А парламент улшара косьяму и абсобызша атапаргораза.
Аԥсуа бызшәа аҳәынҭқарра иашьабыҭуп. Аԥсуа бызшәа ҳара ҳҳәынҭқарра зҿиаӡом. Убри арҿиараҿы, убри апарламентгьы даара рус адуп, алшарақәагьы рацәаны ирымоуп аԥсуа бызшәа рыӷәӷәаразы. Иаҭахуп аԥсышәала ацәажәара хабалак апарламент аҿадагьы, аҩны, адәны, аусураҿы, ашколаҿы, ахәыҷбаҳчаҿы хабалак аԥсшәа ҳәатәуп, аԥсышәала ацәажәара аҭахуп. Аԥсуа бызшәа, абызшәаӡо даҽа бызшәак иаҳа аԥышәа наиулак. Убри аҩыза ҟамларц азыҳәан ҳарҭ есымша шьоукы ҳарцәыԥхашьоит, аӡәы игәакабар ҳаҳшәоит, аха апарламент иаақәырӷәӷәаны иҵегь азакәанқәа рыдыркылар ҟалоит. Убри абызшәа иаҳа ашьақәа рӷәӷәаразы, иаҳа позициақәа рӷәӷәаразы иҳәап. Аԥсуа бызшәа ҭҵаара, аԥсуа бызшәа арҿиара, аԥсуа бызшәа арҵара апроцессқәа, аԥсуа бызшәа апроектқәа ирылахәу ауаа иацҵазаат руалафахәы. Даҽа гәааргьы мотивациак аҳасабала иацҵазаат руалафахәы. Нас ари ишдыру еиԥш адунеиаҿы фнызқьынра иаҳаны абызшәақәа ыҟоуп. Урҭ рҟынтә 90% иахьа аиаӡара амҩа иануп. Урҭ рхыԥхьаӡараҿгьы ҳара ҳбызшәа ыҟоуп. Ҳара ҳбызшәагьы мыӡыр азыҳәан иҟоуп адунеи аҿырԥштәқәа иааугозар Уельс, Валитәи абызшәа иқәдырхеит, абаскцәа рбызшәа иқәдырхеит. Убра адкыларақәа иҟарҵаз убарҭ рпарламентқәа рдепутатцәа закәанқәа ирыдыркылаз рбызшәақәа ишԥасҳәари рпозициақәа ашьаашьақәа рӷәӷәаразы убри ҳарҿыԥштәыс иааҳгар ҟалоит. Рԥышәара ҳхы иаҳархәар алшоит, усума? Ҳхы иаҳархәар алшоит. Нас абри иҳаӡоу амаҵурахьы, аҳәынҭқарратә маҵурахьы уи усура даннеиуа ачын данашьҭоу убасҟан абри ибызшәа идыруазаргьы иаҳа еиӷьуп, изымдыруазар аҩнутә убызшәа ҵалаҳа убасгьы аԥҟара закәанк удукылар ҟалоит. Атәым бызшәақәа аԥара шәаны ирҵот ауаа. Уажәы иаҳҳәап, саҭамыз шәажәа ԥысхоит, аха иара иус бзианы идыруазар, аха бызшәа изымдыруазар цқьа, ихатәы бызшәа аԥыжәара зышәҭоу аусура дыжәгозар, иаҳҳәап, ауаҩы дшәыдышәкылозар. Ауаҩы ҳадаҳкылозар дахнеиран дахыҟоу идыруат аиҳабыра ачынрахь иҽазкны дыҟазар, абызшәагьы атәым бызшәақәа аԥара шәаны иниҵо убас репетитор дидкыланы аума мызкы ҩымзар рҵыхәала ибызшәагьы иҵар ҟалоит. Дахиз, дахааӡаз, ижәла ихьӡу, шьыжьбзиа, хәлабзиа иҳәаратәы аҟынӡа ҭагылазаашьа иоуртә. Убызшәа ушьа иалоу, уда иалоу аҵарагьы узымарихот ҳәа сгәы иаанагоит. Агәаҳәара ауп иаҭаху. Уи изылымшо усуп ҳәа сара сгәы иаанагоит. Иҵегь аамҭа шәымоуп, егьырҭ азҵаарақәа рҭак ҟашәҵозар, атуризм арҿиара иаԥырхагоу апроблема хадақәас. Туризм урысшәала салацәажәар сҭахуп нас. Проблема туризма, чтобы развивался в нашем округе, знаете, на Гагарский округ, у нас там в основном большая часть населения. Эта тема вам очень близка. Эта тема нам очень близка. Для его развития туризма первое необходимо это улучшение инфраструктуры. Всем известные проблемы: вода, свет, перебои с электроэнергией, с водой. Это тоже где-то тормозят развитие туризма. Также безопасность самих туристов и вообще в целом. Развитие туризма должно идти вместе с развитием сельского хозяйства. Туризм как локомотив, а сельское хозяйство. Сегодня наш туризм, он, как сказать, поднимает сельское хозяйство Турции или Краснодарского края.
почти 70% продуктов, товаров, чем мы кормим туристов, это привозное. Хотя это все можно здесь у нас выращивать, и чтобы наши ательеры не искали за рубежом, а чтобы они во взаимодействии с нашими местными тружениками поднимали и сельское хозяйство, и туризм, чтобы этот локомотив шел одновременно, как бы убить двух зайцев. Я еще хотела бы дополнить вопрос. Сфера услуг играет определенную роль в формировании имиджа нашей республики? Да, потому что то, как мы их сервис у принимаем, нас потом уже... хромает, мы гостеприимные люди, но качество сервиса стоит еще на порядок улучшить. Иҵегь аамҭа шәымоуп, иарбан алхратә цензқәа иалзыршоз ус иазҟазу ибзианы издыруа апарламент ашьақәырӷәӷәаразы? Собрал свидетельство ирҳәеит цензқәа ауаҩы имазароуп аԥышәа, џьара уск иуазароуп, иухьазароуп аҳәынҭқар ныҟәгараҿы аума аҵара имазароуп ихьӡим. Абарҭқәа роуп аҵареи аԥышәеи имамкәа иахьа Аԥхьан ишышәҳәаз еиԥш ихатәы бызшәа ихатәы бызшәа уи хымԥада идыруазароуп. Убарҭқәа как именно убас дҟаланы днеиуазароуп. Иаԥхьатәи иусурҭа абри апарламент акәымкәа иҵегьы хәыҷык аԥышәак иманы хәыҷык днеироуп. аԥышәа иманы днеироуп. Еилыскааит, шәаамҭа нҵәеит. Уажәы маҷк ҳааҭгылап, нас иацаҳҵоит аефир. Иацаҳҵоит ишиашоу ицо ефир, уажәы иаамҭоуп азҵаарақәа реимдара, дасу аоппонентк далхны зҵаарак ишәҭоит. Шәраионаҿ иҟоу апроблемақәа роума, мамзаргьы даҽа темак шәалацәажәар шәҭахума? Аҭак аҟаҵара азыҳәан ишәымоуп 5 минутк. Я как бы проявлю инициативу в этом плане, если вы не позволите. Мои коллеги, я задам один общий вопрос, на который мы троем ответим. Можно так сделать? Ну, давайте. Давайте. Да, ну, у каждого свое видение, у каждого из кандидатов из нас. Также у того человека, который не пришел, это тоже нам не посторонний человек, с уважением к нему относимся. Он по тем или иным причинам, сегодня его здесь нету. У каждого из нас есть свое видение решения проблем в случае нашего избрания депутатами парламента. Ну, депутатами парламента в нашем округе будет один человек избран, конечно же. У каждого свой подход, кто как видит решение вопросов, какие вопросы, во-первых, есть, проблемные вопросы есть, и кто как будет решать эти вопросы. Кто в каком комитете себя видит, кто как эти вопросы будет решать. Хороший такой вопрос. Кто будет отвечать? Как будем решать проблемы, да? Во-первых, как будем решать проблемы избирателей и, конечно же, функциональные обязанности, в каком комитете, кто видит себя в каком-то комитете. Я себя вижу в каком-то комитете определенном, в двух комитетах. Понял. И в случае именно законотворческой деятельности, какие вопросы там будете поднимать во исполнение тех или иных законов. Мы видим себя в работе во множестве комитетов, которые есть в парламенте. То есть работать можно одновременно в нескольких комитетах, принимать участие в работе. То есть парламент — это такая структура, в которой депутат должен непрерывно работать и заниматься законотворческой деятельностью, прежде всего. Эта законотворческая деятельность предполагает инициирование законопроектов, внесение изменений в существующие. Конкретно себя вижу непосредственно в комитете по бюджету, кредитным организациям и налогам и финансам. Этот комитет мне ближе, но это не значит, что я буду работать только там. В этом комитете я вижу, что много чего нужно сделать в плане законотворчества, то есть инициировать новые законы. Очень много законов, которые регулируют тоже финансовую сферу, у нас не приняты, и мы в этом смысле отстаем от всего прогрессивного мира. Это прежде всего законы о защите информации, закон о персональных данных. Есть такие законы, которые регулируют среднее и малое предпринимательство именно на законодательном уровне. Также у нас не существует закона о рынке ценных бумаг. Это очень важный закон для государства, для любого государства. Он регулирует именно
порядок привлечения финансовых ресурсов, в том числе и самим государством, через механизмы государственных облигаций. Вот эти вот основные, основополагающие вот законы, которые мною будут инициироваться в том комитете, о котором я уже сказал выше. Помимо этого, вижу себя и в комитете по экономической политике и реформам. Безусловно, это связанные вопросы. Вот. Нужно вносить множество изменений в существующий гражданский кодекс в части договора залога, внедрить залог прав, внедрить залог на незавершенное строительство для того, чтобы сделать механизмы привлечения средств более привлекательными и в более больших объемах. Также необходимо добиться того, чтобы на межгосударственном уровне мы могли создавать условия для привлечения сюда денежных средств, финансовых потоков. Мы находимся в рублевой сфере, как известно, своей валюты у нас нет. Соответственно, мы должны делать все для того, чтобы у нас не было дефицита ликвидности. А это прежде всего принятие, внедрение новых законов, которые регулируют именно эти процессы. Далее уже, естественно, вниз по вертикали должны работать, отрабатывать ведомства, министерства в плане принятия нормативных актов, которые будут регулировать данные взаимоотношения. И тогда уже процесс пойдет, ну, естественно, там есть еще много разных вопросов сопутствующих. Это и внутренняя безопасность, и общая обстановка внутриполитическая, и криминогенная. Безусловно, без этого говорить о каких-то привлечениях средств даже не стоит об этом говорить. Это основные. Вот. Далее можно принимать участие во всех, я еще раз подчеркиваю, у нас в каждом комитете найдется работа для депутата, который будет участвовать в принятии различных законопроектов. Очень много работ. Непосредственно основной уклон я уже сказал. Уядагинуса депутат Елкау Пауа проблема кудастром Харазоруб. Помимо основной работы, естественно, он должен быть на связи со своими избирателями, понимать их проблемы и доносить до них то, что ту работу, которую выполняет депутат, в конечном счете, она приносит результат конкретно людям, так или иначе. Может быть, не сразу, не сегодня, не завтра, но в течение определенного времени, когда механизм начнет работать, он, безусловно, принесет результат, безусловно, сделает жизнь людей лучше. Для этого существует государственный механизм, для этого существует, в принципе, законодательная власть, так же, как и остальные ветви власти. Спасибо за вопрос. Я себя вижу в комитете по аграрной политике, потому что столько лет проработал в селе, и проблемы села очень мне известны, очень мне близки. Решать эти проблемы надо. Это отсутствие работы и достойной оплаты труда в селе, отсутствие качественного образования для детей школьного и дошкольного возраста. В нашем селе было 2-3 школы, сегодня ни одна из них не функционирует. Были детские сады, их тоже сегодня нет, они закрыты и не работают. Также неразвитая система, инфраструктура, транспортная инфраструктура, отсутствие или низкое качество медицинского обслуживания, медицинских услуг, нету сельских ФАПов. От уровня социального инфраструктурного обустройства села зависит не только качество жизни сельского населения, но и сказывается привлекательность для профессиональных кадров, чтобы люди, молодые люди не уходили с села, чтобы они возвращались в село, в свое село, где нет инфраструктуры, где нет школ, где нет детских садов, где нет работы. Туда молодежь не приходит. Она сегодня, большая часть нашего населения, она живет в городах. Сельское хозяйство, села нам надо возрождать, учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию с нашими соседями. Нам надо больше позаботиться о своей продовольственной безопасности, потому что мы не знаем, как там дальше будет, и все усилия сегодня нашего правительства должны быть
привлечены вот в развитие сельского хозяйства, чтобы, кажись, мы в экономической блокаде, как было во время войны и после войны, чтобы наш народ мог выжить, и поэтому для этого надо оказывать поддержку селу, сельскому хозяйству, в развитии сельского хозяйства, и тогда вот, поэтому обеспечение их устройства, развития должно быть ключевым приоритетом социально-экономической политики государства. Харай хазги хойт иqatzatu ахай шпaqatzatu яра иqatzatu зги яхдыруит ахай шqatzatu проект кухагршуму маяз бхагватана уи агана хала аусура швитоп ويخا يا غوزر بريحايش زاشكس وا بس كنت نالر زمندرينا كوبريتشو بوت يزمتيزغ نحاتشي يقكو برايتسغ ابرين خوي يليغو يشير يكور يحير مرينا يغن يزتيو بريزل الشارك واحد برا قلاشر موت يخوجرا عنزج زشرزم تاز اري باشا زوترا كورش زباحتي كورش يكبسني با كوازغو برت دشكالا زنيشاتا خوب اجلر رجبا باشي مزرتو براغي تصخرار قزتوب بريغانا خالاغي законку иуду колышуп и урчейшуп и законку дачакала знейщик хоцатуп и псахт пункт какого бартиге итеги ирцована нартбана хразней паскуянаку и табу памтаги шучтажик дзит Самсон Анзори Пашера азара рышти чапаненцу шергиуя так аж сапхскуянагуй Табу. Ну, в случае своего избрания депутатом парламента вижу себя в комитете, как я уже выше сказал, по культуре, делам молодежи и спорту. На мой взгляд, вот именно в области молодежи необходимо возобновить работу Совета при президенте по молодежной политике. Такая практика была уже. Бедное Царство Небесное, вот сегодня день рождения как раз у Сергея Васильевича Багапш. Такой совет был при Сергее Васильевиче Багапш, возглавлял его Шамиль Умарович Адзенба. Работал неплохо, но он куда-то как бы потом исчез. На мой взгляд, я не знаю по каким обстоятельствам, но на мой взгляд, сейчас не будем говорить о тех обстоятельствах, по которым он как бы исчез. На мой взгляд, нужно возобновить работу данного совета по молодежной политике, чтобы сформировать его, и чтобы он сформировался из тех людей, которые болеют за молодежь, болеют за свое дело. На мой взгляд, в государственном бюджете, если вот говорить о государственном бюджете, в разрезе именно того комитета, где я буду работать, необходимо находить резервы. Если говорить в разрезе цифр, на Госкомспорт в 2021 году, насколько по моей информации, выделялось с госбюджета 19 миллионов. То есть в том числе на молодежь, на спорт 15 миллионов, на молодежь 4 миллиона, то есть 19 миллионов. На мой взгляд, это крайне смешные цифры. На мой взгляд, как минимум 50 миллионов должен быть бюджет Госкомспорту. Ну, в этом контексте, конечно же, вы правильно сказали, вы все предлагаете, говорите о том, что вот это надо сделать, а как это сделать. Да? На мой взгляд, конечно же, нужно пересмотреть работу всех внебюджетных фондов. У вас уже есть определенные какие-то проекты, которые вы можете предложить? Ну вот я вот сейчас как бы говорю о том, как механизм, как бы предложить, как можно сделать так, чтобы поступали деньги. То есть нужно пересмотреть работу внебюджетных фондов, то есть посмотреть эффективность их работы. Ну, в случае моего избрания депутатом парламента я займусь этим вопросом, пересмотреть, насколько целенаправленно используются средства внебюджетных фондов. Если где-то есть такое, что где-то не целенаправленно, можно будет какой-то внебюджетный фонд и перенаправить их. Перенаправить, допустим, 1 или 2%, создать внебюджетный фонд по молодежной политике. Это будет хороший задел для реализации программ молодых семей, инициатив занятия бизнесом и вообще повышения демографии. Как бы, на мой взгляд, из этих 50 миллионов, кстати,
Я просто общаюсь в администрации Гагарского района, есть комитет по управлению спорту, комитет молодежи и спорту. Там работают очень активные молодые люди, девушки, у них очень много идей, но как бы эти идеи не получается воплотить в жизнь из-за отсутствия финансов. Я как бы в случае своего избрания буду активно лоббировать эти вопросы, в хорошем смысле лоббировать, чтобы дотации по районам, как минимум с госбюджета были дотации по 2 миллиона по каждому району именно в область молодежи и спорту по районам. Это что касается этой темы. Также себя вижу в комитете по социальной политике. Ну, как бы в здравоохранение я заходить не буду, я не медик, хотя у меня отец был врачом, царство ему небесное. Конечно же, сегодня бушует такая болезнь коронавируса, все о ней знаем. Она во всем мире, не исключение Абхазии, очень много, большая статистика зашкаливает. И, конечно же, на мой взгляд, я советую людям, поскольку сам вакцинировался, прошел вакцинацию в июле месяце, вот недавно я мать и себя вакцинировал, и так что советую, у кого состояние здоровья позволяет это, своим примером я призываю это сделать. Конечно же, это сбережет каким-либо образом и здоровье наших избирателей. Так что вот так вот. Что касается социальной политики, здесь я хотел бы затронуть вопросы больше пенсионеров и ветеранов. Насколько я знаю, что в парламенте рассматривается закон о ветеранах. Его, насколько я знаю, не приняли. Я часто посещаю Республиканский реабилитационный центр, общаюсь с ветеранами войны народа Абхазии в Гагарском районе. Их 3600. Из них инвалидов 400. Кому-то достается помощь, кому-то не достается помощь. Вот этими вопросами в случае своего избрания я хотел бы оказывать содействие, чтобы по тем или иным программам их побольше финансировали. Конечно, пенсионеры. Пенсионерам на местах нужно, конечно же, поддержка. Да, я извиняюсь. Я являюсь, да, можно я буквально да, 30 секунд? Я являюсь председателем общественной организации «Созидание» Гагарского района. У нас есть волонтеры в организации, также я могу выступать волонтером. Очень много пенсионеров, которых мы можем просто как волонтеры ходить и помогать по квартирам, приносить, если кому-то какая-то элементарная помощь нужна, кому-то может молоко принести или хлеб. Я не стыжусь этого, я тоже человек с народа. Я считаю, народный слуга на то и народный слуга, чтобы он помогал в этом плане людям. Спасибо за внимание. Спасибо, я вас услышала. Мы переходим к следующему этапу. Яха насатели хопша активра адрпшит, азцарак арыштвон тыллаги хзасвон алхюк ауапсыра усу тутыпларей курфера атема штыхуй. Шгуиш панаго ахуан рчацара цаны яза специалист шарачы ироуза дырраква рыпсат гилахи гижны рхыя дырхуарца зыйқацатузе абас ихупаззара. Урысфилейтазгума. Какие меры вы считаете необходимыми для решения вопроса безработицы? Как вы считаете, что необходимо сделать для того, чтобы молодые специалисты, получившие образование за границей, возвращались на родину? Как молодым специалистам реализовывать полученные знания? Вот такой вопрос. Кто начнет? Я не знаю, как вы скажете, начнем. Салаго, это разбешала Салаго, это Банагузар округаче, инхойте и вепшима милаткому брезе, разбешала шажет. Ама слушала, где Талшара сымов шажера. Что хочу я сказать? Что нужно делать в первую очередь для того, чтобы люди, которые отучились или учатся на сегодняшний день, чтобы у них желание было возвратиться в нашу страну, на свою историческую родину и работать, продолжать здесь. Конечно же, первые шаги уже мы сегодня видим. Да? Если вчера, я живу в районе рынка в городе Гагра, я когда, мы в детстве играли в прятки, Киевская стройка называлась. Сегодня этот объект уже, я не мечтал, что этот объект восстановится в послевоенное время, там он был разрушен. Сегодня там уже стоит санаторий Европа. Раньше я ходил в санаторий Амза, нынешнее. Я хочу вам сказать, что у вас очень мало времени. Я понял, да. Я что хочу сказать, что эти объекты санаторно-курортные, потому что многие люди учатся, конечно же, на гостиничное дело, на ресторанный бизнес. То есть, в принципе, эти объекты у нас строятся. Работа в этом направлении ведется, и то есть рабочие места создаются. Что касается сферы, допустим, здравоохранения, на мой взгляд, конечно же, нужно привлекать инвестиции
необходимо, чтобы экономика заработала. Таким образом мы сможем вложить в сферу здравоохранения, в область образования, чтобы поднять зарплаты и там, чтобы у людей было желание приехать на родину и, конечно, иногда работать. Иногда желания недостаточно, иногда просто молодой специалист не может трудоустроиться. Вот тут больше речь об этом идет. Получил образование, приехал на родину, но проблемы с трудоустройством. Ну, конечно же, должен быть в каждом ведомстве, в каждом министерстве должен быть кадровый резерв. На мой взгляд, нужно об этом, в случае своего избрания, нужно будет эти вопросы прорабатывать, чтобы был резерв в каждом министерстве. Буду обращаться в этом плане, конечно же, и в те или иные структуры, чтобы молодым людям создавали условия, чтобы они могли спокойно пойти работать, а не дома сидеть. А это, конечно, мы знаем, что от безработицы возникают плохие мысли в голове, особенно у молодых людей. У ребят, Спасибо, ваше время вышло. Даут Валентинович. Бриасара дара хадаразло цароп избанагзор ачар ацара цана апсно тханхернит и тахоб данайлаги на саусурта имазару. Вы зиграб хедзенерго на хюнткарра асхуцруп убри проблема асцара. И она азароп аруси хаша кадровый резерв захцо. Наски бри квалификационная айоп конкурсный отбор, а я имею зацбуха брачкун черчунер ход конкурсный отбор кадров, а у ее цара цена доналаги и дорозороб ширтаху, хиткара ширтаху. И разные каусру далам гарге. Джира сиак ацна тайну доазароб. Амиштех ацхара иртароб. Иранс бри анаплака матч анаплака хайзерху брачка ака игбы игуй такна алаг далагарита хазар ваги ацхара ритату бри программа курола зазбух хахис хоза законку аткаларги убри ацхраот. Зигит халоп а бюджет тори хай тора бюджетен тлагианас ау фохокиг яцлот я хаусур тоги рачна хинткарас хуцу ялагода хара экономиканас экономика рыночная экономика экономика харгот убрезен авою начар и хатпа проект куима за радгла рататпуп уиги хадразло усуп избанак зернес ялгот я вот хара хаханхо илгауп турист сферу турист районов вачка йоп и рачна яоцаш. В основном я считаю, что молодых людей надо поддерживать и создавать условия для того, что какие конкретно это государство прежде всего должно создавать тот самый кадровый резерв, должно учитывать профессиональные кадры, чтобы человек понимал, что он нужен своему государству. И, безусловно, очень низкие зарплаты тоже отталкивают молодых людей, даже если они в какой-то бюджетной сфере могут быть трудоустроены. Потом мы знаем, есть проблема у нас, когда люди уже в преклонном возрасте тоже остаются на своих местах, тем самым не дают возможности молодым людям развиваться, проявлять себя каким-то образом. По этому поводу должна быть государственная политика, системная, государственный подход. Со школы вести этого молодого человека, и даже когда он поступил в вуз за пределами Абхазии, где учиться, как учиться, постоянная связь должна быть. И не только когда его надо призывать в армию, его быстро находят, но участвовать в процессе его образования и по возвращению его на родину на какой-то конкурсной основе находить ему место работы. И, как сказал Даут Валентинович, немаловажную роль играет и заработная плата. Многие наши молодые специалисты остаются там, потому что там привлекательнее, там на зарплату свою они могут себя прокормить и создать семью и так далее. Над этим всем надо очень подходить комплексно и не оставлять человека. Надо показать ему, что он нужен своей стране, нужен своей родине. И как вы считаете, вот при наеме человека на работу, нужно ли смотреть на родственные связи или все-таки у нас как? У руководствоваться нас другими больше принципами? на родственные связи везде. Это, наверное, та же самая и коррупция. Вот и по звонку
брат, сват, дайн, шея, щепа. Вот так легче устроиться, чем на конкурсной Убри основе. ныкъымла убас хануп Убри ныкъымла специалист нас, шарат шагиеха. нас ауаҩы Дауҭ Иаҭахны ишиҳәаз иныҟало. еиԥш русурҭа ҭыԥ рҟәардә иадҳәалашәа иҟалоит, аҩныҟа ацашьа иақәымшәо, аҿар амҩа рырҭар рҭахымшәа, убригьы џьара ацкылԥшрак аҭахуп, убри адҳәангьы закәантә ҟарақәак ҟалҵатәуп. Иҭабуп шәеилыскааит, уажәы аамҭа ҳамбаӡакәан ҳаишьцәа жәара хыркәшарахь инеиуеит. Шәара алшара шәымоуп, шәалхыҩцәа рзыҳәан даҽазныкгьы ааԥхьара аҟаҵара уи азы шәымоуп минуҭк. Самсон Анзор-иԥа, шәара шәлаҳалагап. Хатырскую Алхайцва, уважаемые избиратели 12-го избирательного округа. У нас 3 избирательных участка в округе. Это сельсовет Адзапш, село Псахара и микрорайон Кемпинг. Обращаюсь к вам всем. Я понимаю, что у вас вялое настроение в связи с тем, что бушует болезнь, конечно же, и многое, что из того, что хотелось бы было, чтобы у вас в жизни сегодня нету, не соответствует как бы со сегодняшним реалиям. Но несмотря на это, наберите силы, энергии, придите и сделайте свой выбор за того кандидата, кого вы считаете нужным, целесообразным и достойным. Я желаю вам здоровья. Я хочу сказать, что, насколько я знаю, на всех избирательных участках будут созданы благоприятные условия, то есть будут и маски у тех людей, как бы вот эти щиты у членов избирательных участков, как бы, и будут все как бы меры предосторожности будут соблюдены. Придите на выборы и сделайте свой выбор. Спасибо за внимание. Спасибо всем, что посмотрели нас. Хатырскую алхайцва шней алхақәа рҿы шәыбжьы ишәҭ убри гәыкала ишәԥхьаӡо изаҳан убриоуп ишәасҳәар исҭаху агәабзиара шәымаз, агәамч шәымаз, абзиара шәзыҟалааит. Уважаемые жители Гагарского избирательного округа номер 12, я выражаю искреннюю благодарность за доверие, которое вы оказали мне, поставив свои подписи в поддержку моей кандидатуры. Я благодарен общественности округа, выдвинувшей меня своим кандидатом на столь высокую ответственную государственную должность. Для меня будет честью представлять ваши интересы и интересы народа Абхазии в Народном собрании в парламенте Республики Абхазия. В основу моей предвыборной программы легли мой жизненный и профессиональный опыт, а также проблемы и предложения, озвученные жителями округа во время моей работы главой администрации села Псахара и, конечно же, в процессе сбора подписей на нашем избирательном округе. Готов приложить все усилия, свои знания и самоотверженно трудиться во благо нашей Родины и Апсны. Прошу вас всех прийти на избирательные участки 12 марта и проголосовать за того, за кого вы пожелаете, посчитаете нужным. Спасибо за внимание. Хатырскую кандидатша иҭабуп ҳастудиахь шәахьымҩахыҵыз. Абриала ари ишиашо ицо ефир хыркәшоуп, аха аԥсуа телехәаԥшра аусура иацнаҵоит, анаҩс ишәыдаагалоит Гәдоуҭатәи азеиԥштәи алхырҭатә ҭыԥхада акандидатцәа рықәгылара. Сара абзиара сҳәашьа сҳәоит.